К другим темам. Жильцы дома по адресу Клары Цеткин, 7 строительного округа столицы бьют тревогу. Их дом ушел под воду. По словам жильцов, их беде не могут помочь ни в управе, ни в управляющей компании. В ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сточными водами здесь заполнены не только подъезды дома, но и квартиры первого этажа. Жители данного дома, чтобы решить эту проблему, пытались поднять здесь полы, но эта ситуацию не решила. Из-за ежегодного потопа здесь полы в буквальном смысле начали плавать. Звонки в диспетчерскую управляющей компании, которая обслуживает их дом, не дало результатов. Жильцы этого дома говорят, их только игнорируют. Мы с четверга звоним в ЖЭУ, что нас затопило. Нам сказали, ждите, заявка будет. В пятницу мы звонили, диспетчер кидает трубку, сказала, ждите, ждите. Я говорю, почему со мной так разговариваете? Она бросает трубку. Ну это же невозможно. Мы говорим, что мы тонем, в квартирах вода. Ждите. Я говорю, когда будет ваша отработка? Я отправлю, вам сделают мостики. Никто до сих пор так и не пришел, не сделал. 59-летняя Ирина в своем подъезде на первом этаже осталась одна. Ей просто некуда идти. Из-за сложившейся ситуации она начала болеть. Ну, из-за того, что постоянно вот вода, сырость, и у меня постоянно периодически уже болит горло, периодически уже какие-то аллергии появляются. И все из-за того, что вот сырость, грибок на стенах, плесень. Под полом даже летом, круглый год, вода и сырость, потому что весь дом стоит в болоте. Глава семейства семьи Лаптевых Иннокентий снял другую квартиру, чтобы обезопасить своих детей и жену от различных вирусов и бактерий, которые могут попасть в дом вместе со сточными водами. Там находится помоя, она впадает туда, там и можно подцепить и рак, и так далее, и все болезни. Не то, что это коронавирус, да? У нас... Вот это вот здесь вы проложили сами, да? Тут сколько вот глубина воды примерно? Вот глубина воды я вот вчера вот, получается, откачивали, вот видите. У нас в всех квартирах вода, у нас мебель вся испорчена, и линолеум испорчен. А управляющая компания что говорит? Управляющая компания, ну они вот отправим машины, и больше ничего такого. Мы позвонили в управляющую компанию «Юнион», которая обслуживает этот дом. Приехать к нам они отказались, ссылаясь, что загружены работой. Управляющая компания не обязана откачивать, вообще нет такого тарифа, понимаете? Все равно мы откачиваем, тратим деньги на фекалки, учитывая полумиллионный долг, например, на этом доме. Все равно откачиваем, не оставляем же людей. Порядка 50 адресов сейчас откачка идет. А через сколько тогда фекалка здесь будет? Ну, поедет сейчас, я точно не скажу вам по времени. Откачает. Вы вот такие вопросы, да? Насчет того, что почему дом-то такой, вы лучше республики задайте правительству, а не мне. Я человек маленький, у меня работа обслуживать дом. Дом является аварийным и вошел в список тех адресов, которые в скором времени подлежат к сносу. Даже табличка висит на фасаде дома. По словам жильцов, им каждый год говорят о переезде. Но долгожданного момента вот уже ждут который год. И только смотрят на обесцветившийся плакат, надеясь на чудо. И вместе с тем они отмечают, что это только начало всех бед. Весна только начинается. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск.